принципе, давайте начнем с моего приветственного слова. Всех приветствую, уважаемые коллеги, рада всех видеть. А, Меня зовут Бегаим Усенова, представляю нашу организацию Институт Медиаполиси. И сегодня с меня приветственное слово. А, Начну с цитаты. «Для свободы всегда могут представлять наибольшую опасность самые могущественные люди в стране, своими должностями, своим положением или богатством. Они не только с легкостью злоупотребляют той властью, которую имеют, но могут увеличивать и постоянно увеличивать свои права и свою силу. Так что прочие жители должны дрожать перед ними все больше и больше. Но что каждый получит, но что если каждый получит возможность высказаться в общественных публикациях о том, что совершается во вред общественному благу? Свобода печатного слова развивает науки, поднимает их на высоту, выкорчевывает все вредные законы, обуздывает несправедливость всех чиновников, является надежнейшей защитой правительства. В стране хорошо продуманных основных законов редко услышишь сентенции против правительства. Свободно высказываемое недовольство общественности издавна помогает там против беспорядков. Поэтому мудрое правительство дает народу возможность высказать свое недовольство с помощью ручек и бумаги, а не с помощью оружия. Потому что, с одной стороны, проясняет ситуацию, а с другой успокаивает и предотвращает шум и беспорядки». Это цитата из трактата выдающегося скандинавского мыслителя и ученого Петра Форсколя «Мысли о гражданской свободе», который был написан в 1759 году. Это смелое и достаточно провокационное по тем временам содержание трактата оказало колоссальное влияние на принятие Швеции в 1766 году закона о свободе печати. Это первый в мировой практике закон, гарантирующий свободу слова. Закон о свободе печати в Швеции менялся 3 раза: в 1812, 1949 и 1082. При этом сам принцип остался незыблемым. Свобода печати. Каждый швед имеет право на свободу слова без воспрепятствования власти, распространять и получать информацию. В 1991 году в Швеции был принят закон о свободе выражения мнения, и были приняты поправки в 2003. И опять же, принцип сохранился. Возвращаясь к Кыргызстану. В Кыргызстане закон, основополагающий для средств массовой информации закон, был принят в 1992 году, но поскольку в нашем законе, в отличие от шведского, речь не идет о свободе слова, о свободе печати как принципа, то и похвастать тем, что мы совсем не нуждаемся в его реформе, мы не можем. Хотя в целом то, что с 1992 года у нас только несколько раз менялись правила игры, закон, означает, что в целом это положительный факт, что у нас были относительно стабильные условия, вот, и это помогло тому, что сформировались достаточно понятные правила игры для журналистов, которые знали пределы своей ответственности, и для государства, которое старалось обеспечивать, вынуждено было обеспечить единообразный такой стандарт этих правил игры. Но сейчас закон уже устарел, морально устарел, и он уже не защищает СМИ ввиду экспоненциального развития информационных технологий, он уже не может представлять собой те устоявшиеся правила игры. Несмотря на это, журналистское сообщество небезосновательно считает, что любые инициативы будут носить для СМИ, для свободы СМИ ограничительные, а не защитные функции. И с этими опасениями нельзя не согласиться, потому что отсутствие конкуренции в Джогорку Кенеше, которую мы наблюдали в последнем созыве, привело к абсолютной законотворческой деградации. Мы все свидетели, как принимались законы в парламенте, без критики, без обсуждения, без дискуссии, без доказательств. И как результат сырые и плохие законы. Несмотря на это, мы считаем, что обсуждение этого вопроса не должно табуироваться, потому что, с одной стороны, все-таки мы все-таки видим, что вот эти инициативы, они продолжают поступать. Именно для этого мы сегодня вас всех пригласили, чтобы обсудить проведенный нашей организацией анализ закона о СМИ. Этот анализ и мероприятие мы проводим в рамках проекта «Медиадиалог», который финансируется Европейским Союзом. Содержание данного анализа является предметом ответственности проекта «Медиадиалог» и не отражает точку зрения ЕС. Передаю слово модератору Динаре Шарафоновой. Спасибо большое, Бегаим. Здравствуйте, дорогие участники. Я сегодня буду модерировать
Модерировать я буду первый раз, поэтому прошу вас быть снисходительными. Цитат у меня нет, я говорить цитаты, наверное, не готова, но я хотела бы всем вам сказать о том, что сегодня это обсуждение посвящено правовому анализу закона о средствах массовой информации. И я хотела бы вам сказать, наверное, у вас у всех есть эта программа, но тем не менее я напомню, что у нас с вами есть 1,5 часа, и у нас будет презентация, будут комментарии, и затем получасовая дискуссия. И потом в 11:30 мы с вами подведем итоги данного обсуждения. Перед тем, как начать это обсуждение, я хотела вас всех попросить, значит, некоторые правила соблюдать. Первое. Желательно все выключайте микрофоны и включайте. Он находится у вас в левом нижнем углу. Вы можете навести, и там есть выключить звук. Вы можете туда на него нажимать, когда заканчиваете, и включать, когда хотите что-то сказать. Но прежде чем хотите что-то сказать, пожалуйста, вот справа у вас находится групповой чат Zoom. Я не знаю, может быть, у вас видно. У меня он сбоку виден. И здесь можно писать. Вот. Все ваши комментарии, если вы хотите написать, сказать комментарии, выступить, вы можете написать, что вы хотите сказать комментарий. Если вы хотите задать вопрос, вы можете или в чате сразу написать этот вопрос, но если он длинный или вы не можете его коротко сформулировать, то вы можете написать, что у вас есть вопрос. Я думаю, что все эти вопросы, комментарии мы будем, значит, после презентации, после того, как Ахмат Алагушев сделает свою презентацию. Или же, если хотите, вы можете писать в чате сразу. И, Ахмат, если вы видите эти вопросы и можете на них ответить сразу, как бы не отходя от темы и коротко, то я думаю, что, в принципе, это тоже будет для всех, наверное, удобно. Да? Тогда мы начнем, и, значит, да, я хочу сказать, что на самом деле вот эта инициатива, о которой сейчас Бегаим говорит, о том, что этот закон морально устарел, даже я не специалист, я не журналист, но когда я его прочитала, я тоже поняла, что он достаточно морально устарел и не отвечает тем велению времени. Ну, и почему я сейчас согласилась модерировать, потому что мне кажется, что эту инициативу можно поддержать, потому что, вы знаете, сейчас как раз время предвыборное, и несмотря на то, что 6-й созыв был, скажем так, недостаточно дружелюбным и недостаточно компетентным в таких вопросах, я думаю, что нам нужно все равно готовиться к тому, что вдруг 7-й созыв, когда придет, брать их, так сказать, тепленькими, да, пока они там не опомнились, и провести. И это лучше желательно делать самим, а не дожидаться того, что вот вдруг какой-нибудь депутат захочет это все инициировать. Итак, значит, я передаю слово нашему медиапредставителю, юристу Института Медиаполиса Ахмату Алагушеву, который часто выступает защитником и адвокатом средств массовой информации журналистов, когда на них начинаются гонения. Я думаю, что он достаточно много интересного нам может рассказать. Я передаю слово Ахмату, пожалуйста. Ахмат. Спасибо большое, Динара. Спасибо, Бегаим. Я вот хотел бы поблагодарить Динару за то, что она так любезно согласилась быть модератором. Я понимаю, что да, мы слишком такие короткие сроки выдали, да, вам уже, скажем, сам текст. Он такой не маленький, и, конечно, скажем, да, сразу все это переварить было, наверное, может быть и сложно. Но в любом случае спасибо большое. Ну, я тогда начну, наверное, да, вот Бегаим начала с того, что
Динара тоже правильно заметила насчет того, что данный закон, он действительно не просто морально устарел, он просто, ну, скажем так, никакущий. То есть сложно, скажем, в каком плане, да, нам, практикам, иногда очень сложновато на него опираться, хотя, допустим, есть какие-то нормы, на которые, скажем, да, в практике бывают случаи, что мы на них ссылаемся, но их просто ничтожно мало. И, скажем так, что вот тут назрела вот такая возможность, и надо сказать, что вот этот карантин, он тоже, да, дал какую-то возможность, чтобы мы и в рамках вот этого проекта, который финансируется Евросоюзом, да, медиадиалог, ну, была возможность, и мы, скажем так, с коллегами выдали этот такой документ. На самом деле сам анализ, мы его называем, да, правовой анализ, он концептуальный. Здесь больше, скажем, да, скажем, идей, есть предложения, но есть моменты, которые стоит еще над которыми подумать и, скажем, доработать. И поэтому мы хотели вот в первую очередь, скажем, обсудить это вместе с вами, да, с коллегами, журналистами, юристами. Что касается самого анализа. Да, закон почти что, можно сказать, не изменялся. Вот с 1992 года 5 поправок вносилось, 5 раз, но все существенные они были, скажем так, в 2017-2018 году, и это все было тоже больше связано, скажем, с какими-то моментами, связанными с, опять же, инициативами некоторых депутатов. Появились новые законы, закон о доступе к информации, находящейся, да, в ведении государственных органов и органов местного самоуправления. Появился до этого закон о телерадиовещании, который тоже, да, скажем, со своими регуляторами, с вопросами именно специфическими. И, конечно, некоторые, скажем, да, инициаторы захотели, да, что-то убрать, что-то поменять. Действительно, были объективные вещи, связанные с тем, что там добавилась там реклама и так далее. Ну, на самом деле, все-таки вызывает, ну, такое, скажем, недоумение, почему когда-то законодатель, скажем так же, да, переписывая где-то откуда-то, не внес, скажем, да, столько много того, что можно было бы, с чем можно было бы пользоваться. И вот тут можно, я перейду тогда, да, на первый слайд. Мы помимо закона о СМИ еще и проанализировали несколько смежных законов. То есть вот, закон о защите профессиональной деятельности журналиста, который был принят через 5 лет, в 1997 году, и закон о гарантиях доступа к информации. То есть через 5 лет был приняты вот эти два закона, которые, ну, скажем так, в свое время, которыми пытались, наверное, восполнить ту брешь, которая была, да, может, допущена при принятии закона о СМИ. Но помимо того, что там есть неплохие, скажем, да, вещи, которые декларируют какие-то права журналистов, в большинстве они оказались такими декларативными, и с которыми невозможно, скажем, да, воспользоваться. Ну, если взять, к примеру, то, допустим, есть в законе такие вещи, которые обязывают, да, должностных лиц, государственных органов, предприятий, организаций, что они могут нести ответственность за нарушение прав журналистов. Норма, как бы, с одной стороны, хорошая, но она очень широкая и декларативная. То есть нету никакой отсылки на, скажем, в административный кодекс или в кодекс о нарушениях, или даже просто, я не знаю, там, как-то возможность дисциплинарно повлиять на то или иное должностное лицо. Вот поэтому, когда мы вот анализировали данный закон, мы, опять же, посмотрев вот эти все нормы, которые есть, они некоторые, опять же, я скажу, что они
вроде бы как полезные, звучат хорошо, но вот этой отсылки нет. Дальше. Вот я уже сказал, закон о гарантиях и свободе доступа к информации. То есть одним пакетом два закона были приняты. Тоже закон, в котором нету ни одного срока, да, то есть, по идее, должны быть какие-то цифры, но их нет. То есть одна декларация и, опять же, там нормы, которые дублируют сам закон о средствах массовой информации. Проанализировали закон о телерадиовещании, вот он немножко, скажем так, уже попрогрессивнее, потому что принимался позже, и есть нормы, которые, скажем так, что можно, да, применять и к закону о СМИ, но так как все-таки закон о телерадиовещании регулирует правоотношения уже, чем закон о СМИ, то есть хорошие нормы, которые бы можно было взять в закон о СМИ. Вот. И еще один закон, который вот мы не смогли, да, не прокомментировать, это закон о выборах президента Кыргызской республики и депутатов Жогорку Кенеша. Чем он, скажем так, интересен, то, что вот в определенных поправках в 2017 году законодатель взял и легитимизировал, дал правовую такую некую возможность интернет-изданиям, дав им возможность вот участвовать в выборах уже, скажем, да, полноправно. Потому что раньше, скажем, в выборном кодексе такой нормы не было, и, скажем так, была некая отсылка, по которой, скажем, опять же, власти могли при желании, скажем, дать возможность тем информационным ресурсам, которые не являются СМИ, участвовать, либо нет. И это все было, скажем так, на их откуп, на их волю. Вот. И поэтому, конечно, скажем так же, опять же, это вот вопрос о том, насколько, скажем, да, нужны вот эти правовые рамки, нужны правила игры, по которым, скажем, да, все-таки те, кто желает быть средством массовой информации, должен реализовать вот это свое право. Потому что, вот опять же хочу сказать, мы столкнулись, да, с тем, что когда вот ввели чрезвычайное положение, как вы знаете, да, долгое время не было аккредитации СМИ и журналистов. И вот тут вопрос, когда вот мы стали готовить и писать положение по аккредитации, вот столкнулись с тем, что как прописать, да, прописать СМИ, и вот тогда мы даем какую-то возможность, да, опять же, некоторым органам сказать, вот мы этих возьмем в аккредитацию, а этих нет, потому что у них нет свидетельства о СМИ. Возможно такое? Возможно. То есть, если нету каких-то правил игры, их могут навязать и выдумать, придумать именно сейчас. Сейчас и сегодня. И это опасно. И вот эти поправки, конечно, мы считаем прогрессивные. То есть то, что интернет-издания, скажем, да, имеют право сейчас полноправно выступать в предвыборной агитации. На выборах, ну, опять же, да, вопрос, скажем, такой, с тем, насколько, потому что сам закон еще и указывает на, помимо интернет-издания, что такое интернет, интернет-издание и уникальный посетитель, да, и вот там есть отсылка, сколько их должно быть и так далее, да, это вопрос уже по объему, да, того, насколько, скажем, посещаем тот или иной интернет-ресурс, и тут вот, допустим, есть такие цифры, как 500 в день или там 1000 в месяц, и здесь, мне кажется, это вот вопрос дискуссионный, который можно было бы пообсуждать. Спасибо. Ну, мне кажется, самый ключевой момент из вот всего этого закона, на наш взгляд, это вопрос именно связанный так, я извиняюсь, у меня пропал этот
экран. Как пропал? Демонстрация. Может, вы нажали на что-то? Нажимали? Да, видимо, я на что-то нажал. Так. А, вот, Вы... все. Вот, это что касается самого понятия закона о СМИ. Самые проблемные моменты вот, в самом законе это то, что в одном случае законодатель определяет СМИ как объект, другой как субъект. Ну, на самом деле, это уже как догма, да, что средства массовой информации – это объект правоотношений, а не субъект. И поэтому было бы, конечно, правильно просто взять и не перечислять вот эти все вещи, которые у нас там находятся. А у нас там находятся даже книги, разовые издания. Ну, то есть это на самом деле такой огромный рудимент. И это нужно просто менять, искоренять. И в данном случае вот наша рекомендация это в том, чтобы дать определение понятия, да, средств массовой информации, исключив вот этот перечень объектов самих перечислений, заменить его более таким определением, в котором бы давались квалифицирующие признаки, да, или некий такой перечень критериев с определенными индикаторами. Вот. И мы с коллегами вот тут рассмотрели два подхода. Это вот первый подход, это российский подход. Здесь мне хочется сказать сразу, да, скажем так, заранее, не пугаться, не пугайтесь. Есть некий такой стереотип о том, что вот все, что российское, то плохое. На самом деле совершенно не так. И, скажем так, вот, ну, сам закон о СМИ Российской Федерации, который был принят тоже в 90-х годах, он очень даже очень прогрессивен и хорош. И, скажем так, многие коллеги не только с Российской Федерации, а вот на пространстве СНГ и даже в Европе говорят о том, что, скажем, до 11-го, до 12-го года он был довольно-таки прогрессивен, и вообще то, что принималось и было принято, оно на самом деле было на пользу и на благо СМИ. А уже дальше, скажем так, да, такой экскурс в истории, когда пришел вот Медведев, опять же, да, были у них декриминализованы очень это оскорбления, потом, когда поменялся, опять пришел к власти Путин, все вернулось на круги своя. И в данном случае вот российский подход, он где-то может быть, ну, он и схож, да, мы в свое время наш законодатель, в том-то и дело, что как бы, да, списал все с российского, но опять же не взял те вещи, которые на самом деле нужны были. Вот, российский подход говорит о том, что, ну, опять же, вопрос о том, что идет некие признаки. То есть это обязательно, да, это неограниченный круг, это периодичность распространения, это обязательное название и, скажем, да, тиражность, то есть период, через какой период что должно выходить. Кроме этого, вот российский также подход, он в свое время легитимизировал, скажем так, новые СМИ, хотя новыми уже назвать их, наверное, уже невозможно, они уже немножко и подустарели. Это они предусмотрели возможность регистрации. У них сетевые издания, вот у нас, если, скажем, в законе о выборном интернет-издания, они назвали сетевые издания, под которыми понимается сайт. Да? Сайт информационно-телекоммуникационной сети интернет, зарегистрированный в качестве средства массовой информации. То есть это возможность добровольной регистрации именно интернет-ресурсов. Можно дальше, да? Что касается европейского подхода, то в данном случае мы
здесь вот сослались на рекомендации Совета Европы. В 2011 году вот у них вышел некие вот такие вот стандарты, да, рекомендации. И нам, честно говоря, это понравилось. Мы неоднократно, скажем, да, смотрели разные документы наших коллег с Европы. И в одном из документов мы тоже видели, где, скажем, наши коллеги-эксперты тоже ссылались, да, на эти критерии. И в данном случае, вот вашему вниманию, вот мы предлагаем, вот, что есть в европейском подходе, именно что есть СМИ. То есть это коллектив журналистов, который работает, да, по профессиональным стандартам, с соблюдением всех этических норм, которые имеют редакционную политику. И вот оговорка такая, возможно, официально зарегистрированы как СМИ. Потому как, скажем, в Европе печатные интернет-издания, они как бы не могут и не регистрироваться там, ну, скажем, такого порядка, как, скажем, в странах бывшего Советского Союза, многих других нет. Ну, то есть добровольная регистрация тоже как бы имеет место. И также, да, вот имеют название с широким охватом предоставления, тираж, количество зрителей, пользователей, с определенной, да, частотой, периодичностью и, скажем, да, разнообразной подачей продукции, да, доступной информации, ну и выпуск новостей, конечно. И вашему вниманию вот эти критерии, которые мы тут тоже указали. Тут просят погромче, не слышно, да? Хорошо. Критерии вот эти, которые мы ниже привели, в принципе, у всех у вас мы, кому направляли анализ, это все описано. Наверное, я не буду останавливаться на них отдельно. То есть вот из этих всех 6 критериев, которые вот дальше ниже будут указаны, мы взяли, скомпоновали и указали именно вот это определение, которое я зачитал выше. Можно дальше? Вот они, остальные критерии. То есть вот из всех вот этих 6 критериев, наверное, самые важные, да, это все-таки, да, вот этот редакционный контроль, редакционная политика, профессиональные стандарты. Это вот наиболее важные моменты, потому как, скажем, в тех же стандартах рекомендаций Совета Европы, там есть момент такой, связанный с блогерами. Но все равно, скажем так, что блогеры не ставят именно в разряд СМИ, говорят о том, что все-таки пока что вот блогер, он находится где-то ниже, между, потому что все-таки вот коллегиальность, редакционная политика, профессиональные стандарты, сфера охвата, она все-таки вот это является вот этой базовой составляющей именно средства массовой информации. Ну и скажем так, что там первый критерий и 6, они, скажем так, переплетаются. Это вот само желание быть СМИ, это первый критерий, и ожидание общества, это 6. Ну, не самый, скажем, обязательный, но мне кажется, что они очень тоже важны. Вот. Хотелось бы коротко, наверное, да, я остановлюсь на добровольной регистрации вот сетевых или интернет-изданий, плюсы и минусы, да, мы с коллегами подошли через призму ответственности. То есть в данном случае это вопрос, связанный с тем, о том, что говорила Бегаим, о рисках того, насколько, скажем, да, сейчас выгодно или невыгодно, рискованно, не рискованно быть, скажем, средством массовой информации. Если, скажем, вдруг законодательно пройдет норма, по которой любой желающий, да, может, скажем, да, при определенных там стандартах зарегистрировать интернет-издание, да, интернет-ресурс как средство массовой информации. И вот здесь мы сделали такую подборку, мы прошлись по 3 нашим кодексам, это Уголовный кодекс, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях.
И вот, в принципе, вот из тех всех норм, которые предусматривают ответственность дополнительную как средство массовой информации, вот мы к вашему вниманию определили, да, тут вот здесь такое, что вот за все тяжкие преступления, скажем, да, 242, 310, 313, это связанное все с экстремизмом, либо с вопросами во всех этих нормах, помимо, да, того, что есть ответственность СМИ, то есть еще и сеть, в зависимости от того, где или в какое время была статья инициирована, вот так прописано, но в принципе понятно, о чем речь идет. И на самом деле вот ситуация вот такая. Латыша, можно дальше ниже? Звук поплыл, пишут. Слышно, да? Да, слышно, Ахмат. Просто если можно, вы вот когда начинаете качаться, я думаю, что вас пытаются выцепить система, и тогда начинает вот это все Все пропадать. хорошо, я постараюсь Да, не двигаться. стабильнее сидеть. Спасибо. Ага. Вот. Это что касается вот 3 статей Уголовного кодекса. Единственное, вот в Уголовном кодексе в статье 186 УК есть только именно квалифицирующий признак, именно средства массовой информации. 186-я – это вот как раз-таки та статья «Незаконный сбор, хранение, использование, распространение конфиденциальной информации о частной жизни». И также незаконное использование либо распространение личной или семейной данных в произведениях при выступлении в СМИ. И вот тут вот именно в части 2 есть квалифицирующий признак, который, скажем так, немножко ужесточает, да, ответственность за данный вид правонарушения. Вот, ну, скажу так, вот в свое время по данной статье возбуждалось уголовное дело, привлекали, да, нашу вот коллегу Лейлу Саралаеву. И этот вид правонарушений, он сейчас находится, ну, правонарушение, преступления, он в разряде частных дел по частному обвинению, ну, и рассматривается только в суде. Вот единственная, скажем, да, статья в Уголовном кодексе, которая вот предусматривает ответственность СМИ. Что касается кодекса вот о проступках, мы тоже посмотрели, вот единственную статью нашли, где в статье 98, часть 2, заведомо ложная реклама влечет наказание те же деяния. Но тут же, опять же, с оговоркой, да, здесь субъект рекламодатель. Ну, тут вопрос тоже, опять же, да, зачастую СМИ не всегда бывает рекламодателем, и поэтому вопрос такой, скажем, двоякий. Опять же, кодекс о нарушениях, статья 44, да, нарушение условий предвыборной агитации. Здесь как бы все понятно, статья перешла с кодекса о выборах, старая, древняя, тут все как и было, и на самом деле, как бы, ну, даже можно сказать, что она, возможно, нужна и есть. Что касается статьи 46, это статья новая в связи с реформой вот этих кодексов. Она сюда, скажем так, попала совершенно незаслуженно. В настоящее время по данной, опять же, статье распространение средств массовой информации, сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию кандидата, внесены поправки инициатором, да, вот вы, наверное, некоторые из наших коллег в курсе, Аттыр Абдрахматова, наша коллега, юрист, она инициировала. Данный законопроект был зарегистрирован, ну, в парламенте, в Джугору, конечно, но мы даже один раз обсудили его, но времени нам не хватило, конечно, там уже по процедурам, и, скорее всего, дальше уже, ну, новый созыв будет решать судьбу данных поправок.
Так, еще один момент, наверное, да, это вопрос, я коротко скажу, это вопрос о... А ты же можно вернуться? Я быстро скажу сейчас. Это определение статуса информационного агентства. То есть в данном случае мы тоже предлагаем, чтобы вот данной аббревиатуре уделить побольше внимания, дать ему определение и посвятить как минимум, да, там, может быть, одну статью, именно четко расписав, что это есть. И вот мы предлагаем, что это все-таки редакция, которая, да, ну, генерирующая новостной информации, с сетью корпунктов и корреспондентов регионов, ну и на которую... Да, вот здесь мы предлагаем, чтобы информагентство именно было в статусе СМИ и расписано более, скажем, почетче. Опять же, почему? Потому что вот у нас есть ссылка в законе на информагентство, а что такое информагентство? У нас понятия нет. Опять же, у нас есть, скажем, в статье 1, да, о том, что продукция информагентства является как бы средством массовой информации, но на самом деле, что такое информагентство? Его нет. И мы, конечно, вот предлагаем, чтобы был четко определен статус. Можно дальше. Вопрос цензуры. Вот опять же, у нас много посвящено этому, и в данном случае мы хотим просто рассмотреть понятие цензуры шире. Вот у нас одной строчкой прописано в законе о защите журналистской деятельности, там чуть пошире прописано. Мы хотим уделить побольше этому явлению, пониманию. И почему? Потому что на самом деле столкнулись с большими проблемами. Да? То есть именно что есть цензура. И вот если коротко сказать, вот, допустим, у нас очень много сейчас есть случаев именно в судах, где, скажем, суды, не имея, да, нормы, законодательной нормы о том, чтобы, скажем, да, удалять, да, информацию, а это происходит. И на наш взгляд это является именно цензурой. Либо вопрос с, скажем, с блокированием информации. Это тоже цензура. То есть я не хотел бы сейчас, конечно, говорить, что это все 100%, да, связано с блокировкой и так далее, но здесь все-таки вопрос стоит именно о цензуре со стороны судов, которые могут, да, и у нас есть вот эти примеры, в анализе они прописаны, когда суды вот этими вещами злоупотребляют, и нам хотелось бы все-таки это прописать, чтобы правоприменитель мог видеть о том, что это на самом деле как бы недопустимо. Можно дальше. Здесь мы вот указали рекомендации, опять же, по цензуре, и чтобы, скажем, не уходить слишком в детали, или, скажем, вот здесь очень много у нас вещей концептуальных пока, но реальная вещь – это то, что мы хотим все-таки, скажем так, ввести ответственность, да, уголовную, административную, именно за то, что в каких-то моментах нарушаются права журналистов. Да? То есть это связано, скажем, с досмотром, связано с освещением митингов, шествий и так далее. Почему? Потому как, скажем, у нас сейчас одна единственная статья, скажем, да, в кодексах о проступках, это воспрепятствование журналистской деятельности, и она абсолютно нерабочая. Нерабочая почему? Потому что она так прописана, что по сути получается регулирует вопрос взаимоотношения журналиста с редактором. И только. Ну и, соответственно, конечно, она не будет никогда работать, потому что, ну, все это, скажем так, взаимоотношения в большинстве своем редактора с журналистом, все-таки это
мне так кажется, такие больше внутренние какие-то вещи, связанные уже, да, с какой-то, скажем, профессиональной этикой и так далее, рабочими моментами, трудовыми правоотношениями. И в данном случае, конечно, она работать не будет. И она на самом деле, эта норма, она просто вот такая вот, опять же, да, скажу, декларативная, а мы хотим ее более разбавить. Все, что потом связано с нанесением, причинением телесных повреждений, связанных с ответственностью по ущербу материальному, возможно, опять вернуть это в Уголовный кодекс. Если коротко, это вот пока вот так. Можно дальше. Коротко скажу о регистрации СМИ. В принципе, у нас все это регулируется вот этим положением о порядке регистрации. Оно довольно-таки новенькое, принятое, утвержденное правительством в 2019 году. И, в принципе, оно как бы, может быть, и не было бы слишком таким, скажем, да, ну и не затронуло бы наше внимание, но есть там пару норм, которые, да, на наш взгляд, немножко, скажем, не совсем точны и верны. Поэтому я так думаю, что этот момент мы также отдадим на откуп нашим, скажем, нашему правительству или Минюсту. Ну, то есть это переговорный вопрос, рекомендательный, где мы будем говорить о том, что если вы кое-какие вещи подкорректируете, то у нас, по сути, можно сказать, что регистрация СМИ носит уведомительный характер. Можно дальше. Тут меня торопят, я, оказывается, затянул. Дальше можно. Еще один раздел в нашем анализе – это редакция и положение. Дискуссионный момент понимаю, но мне кажется, что вот это большое упущение, которого нет в нашем законе о СМИ. То есть вопрос редакции, положение, это мы назвали устав редакции, где на самом деле вот эти учредительные договоры, возможно, как угодно все это можно назвать, но именно вопрос о том, что редакция с учредителем, главный редактор, ну, на каком-то стыке должны договариваться, да, ну, на начальном этапе. Это тоже у нас все прописано в нашем анализе. Можете более подробно ознакомиться. Можно дальше. Тут тоже этот слайд тоже говорит о том, что мы хотим все-таки законодательно закрепить редакцию положения, о том, что это возможно должно быть нести именно вот такой договорной характер, где должно быть прописано это все, а потом через какое-то время, допустим, все это отправляется, скажем, в тот же орган регистрирующий, и просто он там находится, и если в случае, скажем, да, каких-то передряг, каких-то судебных споров, это опять же, да, тот же Минюст просто может оказаться третьей стороной, который придет и скажет, да, вот у нас есть этот документ. Можно дальше. Что касается вот приостановления и прекращения. У нас такая норма, что она имеет быть, она есть приостановление и прекращение, но мы хотим ее прописать так, чтобы, скажем, опять же, скажем, просто так, скажем, учредитель тоже не мог бы взять и приостановить, либо прекратить деятельность, да, чтобы это не было его каким-то злоупотреблением и так далее. То есть, опять же, все должно быть по суду, и именно связано, да, если даже мы говорим о, скажем, вопросах экстремизма, а это вот наиболее, да, такой распространенное, скажем, да, нарушение, которое вот в последнее время имеет место, то это вопрос именно вот связан с этим. И мы все-таки хотим, чтобы это было более четко прописано. Можно дальше. Здесь вот мы прописали рекомендации. То, что вот учредитель имеет право прекратить, или если в случае вот предусмотренных внутренним положением. Любые основания для прекращения судом
Это вот та же статья 23 с большим перечнем того, что нельзя. То есть никто попало и никак, а только, вот, допустим, да, уполномоченный орган, которым мы здесь определяем, но у нас он уже есть, Министерство культуры. Ну и определить опять единственный орган, уполномоченный, который может, да, инициировать. Ну и все должно быть только по суду. Можно дальше. Это вот этот перечень нашей статьи 23. Это все, что не подлежит публичному распространению. Статья тоже очень старая, пришла к нам с 90-х глубоких. И на самом деле многие вот эти нормы, которые здесь есть, они на самом деле ну, не то, что неприемлемы, они не, опять же, не отсылают ни на что, с одной стороны, и с другой стороны, ну, неприемлемы по уже своему содержанию. Можно ниже. Вот в рекомендациях мы предлагаем привести в соответствие пункт В, можете так сопоставить статьей 23 с положениями статьи 313. Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды. Пункт Б тоже также привести с положением статьи 310. Пункт З. Надругательство над государственными с положениями статьи 175. И мне бы хотелось вот тут отметить тот момент, что в свое время наши коллеги, Алишева Надежда Ивановна, Усенова Бегаим, Дмитрий Голованов, дали такой хороший анализ, исчерпывающий, именно вот что касается данной нормы, именно статьи 23. Вот можно, да, вот я попрошу ниже сразу посмотреть. Вот все вот эти рекомендации мы хотим предложить, чтобы они были приведены в соответствие. У нас в анализе тоже все это подробно расписано. То есть есть вопросы, которые, ну, опять же, не поддаются, да, ну, какой-то даже логике. Так, ну, здесь, опять же, концовка наших этих рекомендаций наших коллег. Мы, на самом деле, не стали придумывать велосипед, взяли их за основу. Эти рекомендации также в труде есть в открытом доступе на нашем сайте. И не только эти. Коллеги отанализировали и другие нормы. Время меня поджимает. Дальше можно, да? Доступ к информации. В данном случае мы предлагаем конкретные сроки прописать именно закон о СМИ. То есть прописать конкретные 5 дней, да, за запрос и 2 суток, если это связано с информацией, связанной с какими-то ЧП, да, аварии, катастрофы и так далее. На самом деле, скажем так, что мы это с потолка не взяли, у наших, скажем, да, соседей, коллег есть, скажем, тоже подобные нормы. Некоторые, скажем, может быть, чуть больше, некоторые почти такие же, но это вот, на наш взгляд, то, чего просто нам не хватает. Почему? Потому что все-таки, скажем, ссылаться на документ, который регулирует отношения, правоотношения по доступу к информации всех субъектов, да, это доступ к информации, находящейся в ведении органов государственной власти и местного самоуправления, там 14 дней. Ну, для СМИ это не срок. Поэтому, по большому счету, вот мы и предлагаем все-таки вот свои сроки здесь. Можно дальше. В данном случае у нас еще есть, как бы, может быть, насколько это все пройдет, будет поддержано, но мы постараемся. Да? Вот 10 дней мы хотим для субъектов, да, негосударственных. То есть либо со смешанной формой собственности, потому что частенько бывает так, что, опять же, да, наши акционерные общества говорят, что мы частники, и вам не хотим и не будем давать информацию, там, связанную с государственным органом. В данном случае вот этот 10 дней мы хотим тоже, как бы, чтобы они
были. Главное, наверное, опять же, да, то, что мы вот хотим прописать здесь, это вот, наверное, важный момент, это понятие общественно значимой информации. Она у нас декларативно прописана в законе о защите профессиональной деятельности журналиста, и все. То есть, а что под собой подразумевает, как она выглядит и что с ней делать. И даже в одном же законе там где-то общественный интерес, либо общественно значимая информация, то есть законодатель даже тут немножко так ввел в заблуждение, да, правоприменителя. В данном случае вот, можно немножко вернуться назад. Вот здесь мы бы хотели вот именно прописать, пойти от обратного. То есть мы всегда думали о том, что это значит, да, общественно значимая информация. И, к примеру, вот за ориентир мы взяли закон о госсекретах. И там есть вот перечень, именно тот, который не должен, да, засекречен быть. И вот мы просто предлагаем будущему, скажем, да, будущим инициаторам именно взять это за основу. И чтобы это вот именно было той отправной точкой, которая, если вдруг суд имел возможность ссылаться, определяя именно вот эти нормы. Можно дальше, спасибо. Статья 18. Коротко пробегусь, скажу, что на самом деле данная норма тоже давно устарела, не нужна, ее нужно убирать. Повнимательнее можете почитать, ну, скажем так, что не сказать, что прям она очень такая рабочая норма, да, в плане наоборот, да, когда на нее ссылались. Но опасения, риски есть, зачем она нужна? Спасибо, дальше. Наверное, один из тоже ключевых моментов – это ответственность СМИ и случаи освобождения от нее. В данном случае, вот я, наверное, коротко уже скажу, важный момент то, чтобы мы прописали вот, вопросы освобождения, именно связанными не только с вопросами, да, защиты чести и достоинства, и деловой репутации, а именно уже вопросы, связанные, возможно, да, с информацией, которая, вот мы говорили, статья 23, не подлежит, да, общественному распространению. И на наш взгляд, вот, если даже можно, да, вот ниже, следующий слайд, здесь именно мы хотим сказать о том, что вопрос стоит в том, чтобы расширить этот список, эту возможность. И опыт, опять же, наших российских коллег показывает, что вот это можно преодолеть. Они, скажем так, что некоторые вещи преодолели уже позже через постановление Пленума Верховного Суда, но, скажем так, мы можем взять именно то, скажем, да, пускай это сейчас подзаконный ихний акт, но мы можем это воплотить именно в законодательном акте, в законе, прописать это, чтобы это уже не менялось и было уже четко сформулировано. Вот. И вот все случаи, можно дальше? Это мы перечисляем наши, а вот предложение именно в том, чтобы освобождались случаи распространения, да, информации, которая была, скажем, да, дословным воспроизведением, перепечаткой в других средствах массовой информации. У нас уже аналогичная норма в законе о ТРВ есть, но как только это не ТРВ, ссылка уже невозможна. Мы пытались иногда, скажем, да, попробовали говорить об аналогии закона, но у нас нету пока ни одного решения суда, да, о том, чтобы суд пошел бы именно на то, чтобы принять, скажем, да, аналогию закона. Что, скажем, если в одной норме уже есть схожее, скажем, если интернет-издание не является СМИ, но по сути полноценно это все делает, то на самом деле я так думаю, что это было бы, ну, скажем так, прописать в законе, чтобы не ждать именно судебную практику. Мне кажется, по-моему, я закончил, да?
Спасибо, Ахмат. Очень подробная презентация. Я так понимаю, там слайдов где-то около 40. И в каждом все прописано, каждую норму нужно объяснять. Почему? Потому что это очень важно, чтобы участники поняли, для чего это предлагается и почему это предлагается. Ну, вот, собственно, презентация сделана. Ахмат разъяснил риски, плюсы-минусы действующего законодательства. Там, оказывается, очень много вот этих законов, и они некоторые отсылочные, при этом некоторые созданы недавно, некоторые приняты недавно, некоторые приняты давно, поэтому там есть нормы, которые совершенно уже не существуют, нигде не прописаны. И это все создает большие препятствия для развития профессионального СМИ. Я хотела бы предоставить слово для комментариев, потому что я так понимаю, что это было вообще не первый раз это обсуждение были, наверное, и раньше, но, наверное, не было такого подробного, значит, анализа и, наверное, и времени тогда как бы не нужно было, ну, может быть, не было такой необходимости. Поэтому я бы хотела сейчас предоставить слово для комментариев двум таким известным, значит, людям. Это Алина Сагинбаева, главный редактор информационного агентства Акипресс. Это, наверное, самое первое информационное агентство. И может как раз рассказать, дать свои комментарии по данному анализу или вообще по вот этой теме. И второе, это Азамат Тынаев, он известный журналист и советник по контенту представителя Интерньюз.КР. Я помню, что Азамат много раз поднимал эти вопросы вообще защиты журналистов, объединения и продвижения таких вопросов. Поэтому, пожалуйста, Алина, я вам передаю слово. Включите, пожалуйста, свой микрофон. Слышно меня, да? Да, слышно. Спасибо. Да, слышно. Динара, спасибо вам большое за слово предоставленное. Я также хочу поблагодарить Институт Медиаполисе, Бигаим, Ахмата и Алтынай за то, что они организовали эту дискуссию. Хочу сказать, что мы на протяжении последних, наверное, 5 лет тесно взаимодействовали с институтом. Они нам оказывали юридическую поддержку и сопровождение в судах по нескольким делам. Наверное, у агентства за весь период работы было несколько десятков дел. И основываясь на этом опыте, мне, как директору агентства, пришлось защищать себя в судах. И большой опыт мы получили. И я хочу сказать, что, несмотря на большую критику о том, что закон о СМИ и другие смежные законы, там закон о защите профессиональной деятельности журналистов и закон о доступе к информации, они устарели. Я хочу сказать, что в свое время это были довольно прорывные законы, и нам помогли они в очень большой степени. И особенно закон о СМИ, какими бы недостатками он как бы не обладал, на каком-то этапе нашего развития это было большое подспорье. Хочу сказать, что даже, может быть, здесь, это, на мой взгляд, не юриста, и не сколько закон плохой, да, или, может быть, в нем не отражены в достаточной степени все аспекты деятельности, нашей деятельности, а именно судебная практика, которая трактует закон этот в ту или иную сторону. В частности, самый основной вопрос, который встает при рассмотрении дел, это статус интернет-изданий и статус, еще дальше, если идти, статус информационных агентств. То есть одни судьи, они однозначно говорят, что интернет-сайты, они не являются СМИ, и весь процесс будет основан именно на этих утверждениях.
Другие судьи, они признают, что интернет-сайты и, более того, информационные агентства – это СМИ все-таки. И поэтому вот это вот какой-то волюнтаризм в трактовании вот именно этих категорий закона, они создают такую большую сумятицу. И мы понимаем просто от того, как судья воспринимает это интернет-издание и информационное агентство, так оно и будет толковаться, и такое же решение будет принято. То есть уже в самом начале судебного заседания становится понятно, насколько судьи ориентированы либо в защиту СМИ, либо, наоборот, в обвинение СМИ. Тут хорошо Ахмат сделал презентацию по подходам к определению интернет-изданий в качестве СМИ. Вот российский подход он посмотрел, европейский подход. И кажется, что европейский подход, он более отвечает цели на осуществление права на свободу слова и информации и учитывает важность СМИ для демократии. Но вот Ахмат говорит, что российский подход не хуже, и я, наверное, даже соглашусь с этим. И здесь самым главным выступает критерий первый – это намерение действовать в качестве СМИ и добровольная регистрация. Вот опыт наше агентство, довольно длительный опыт судебных разбирательств, он как раз таки и говорит, что мы уже сами хотим быть зарегистрированы как СМИ, потому что это дает нам какую-то более такую защиту, чем это было бы просто там ОСО какое-то, да, или это не было бы СМИ. И вот мы думаем о том, чтобы надо дальше идти в определении того, что информационное агентство – это являются средством массовой информации, нужно четко определить статус информационных агентств и ввести этот термин в законы. Законы там о СМИ, о защите профессиональной деятельности журналистов, о доступе к информации. Потому что мы надеемся, что этот закон будет будет учитывать текущие как бы потребности наши, с одной стороны, а с другой стороны обеспечит нам большую защиту. И еще один момент, на который я хотела бы обратить внимание, это цензура. Хотя в законе о СМИ, пункт 2, статья 1, цензура СМИ не допускается, но законодательство и судебная практика особенно косвенно оказывает прямое давление на СМИ. Вот я говорила о более там 30, наверное, дел, которые мы прошли за период деятельности агентства, и мы научились, скажем так, даже больше, чем мы бы в книгах это прочитали, научились писать новости так, чтобы мы не стали предметом исков. То есть любая новость, которую мы, например, даем, мы смотрим на то, есть ли здесь риски судебных разбирательств. То есть хорошо кто-то пришел, что-то сказал на пресс-конференции и ушел. У нас как бы есть источник, у нас есть запись, у нас есть много-много чего, чем мы можем себя защитить. Но также мы смотрим, а как вот эту новость расценил бы судья. И таким образом некоторые вещи мы стараемся до еще выпуска новостей как-то отредактировать, что-то там притушить или закрепить это видео, если у нас есть видео. То есть вот эти стандарты журналистики, которые как бы, очень как бы работают в пользу средств массовой информации, они вот были наработаны у нас в результате вот этих большого количества этих судебных исков. Каким образом оказывается давление на СМИ? Это, во-первых, необоснованно высокие компенсации по делам о защите чести и достоинства. То есть были иски там на миллионы сомов. И это неподъемные иски для журналистов, для редакции. Поэтому, когда над тобой висит угроза вот такого большого иска, и ты не знаешь, как судья может повести себя, какие интересы он обслуживает, во-первых, и какое у него вообще у самого мировоззрение,
То есть для нас это становится таким большой угрозой, что мы можем развалиться, мы можем обанкротиться и так далее. Потом есть очень много дел, по которым привлекают СМИ, но не обязательно СМИ привлекать. Есть источник информации, есть прямой ответчик, но почему-то судьи привлекают средства массовой информации. Ответчик говорит, да, я готов ответить по этому, но судьи не отпускают средства массовой информации из ответчиков и держат до конца, до выноса решения. То есть это тоже мы считаем давление на СМИ и давление на редакцию. И потом положение арестов, наложение арестов на имущество еще до вынесения решения. И блокирование информации. Например, судья говорит, поскольку этот вопрос еще находится в судебном разбирательстве, то мы ее уже, эту информацию блокируем. Ну, насколько это правомочно вообще? Это прямое давление на средства массовой информации. Блокирование счетов. Это вообще нонсенс, по-моему, полный. Потом требования судей о предоставлении учредительных документов. Например, только поступает дело в производство, и приходят стороны, ответчики, третьи лица. Обычно даже СМИ приходят как третьи лица. Если есть ответчики, если есть истцы, и уже на этой стадии просят принести учредительные документы. Вот зачем они нужны? Это значит, хотят иметь какую-то дубинку на то, чтобы потом это средство массовой информации как-то привлечь к ответственности учредителей и так далее. Доступ к этим документам имеют доступ к этим документам имеют еще и истцы, как правило, что тоже, мне кажется, это немножко выходит за грань допустимого. И вот мы хотели бы, чтобы вот вопросы блокирования информации в этом законе нашли более такое однозначное толкование. Вот Ахмат уже сказал в своей презентации, и я бы еще включила такую вещь, может быть, я не знаю, я не юрист просто, поскольку есть норма об опровержении информации, то есть люди имеют право опровергать информацию, то должна быть применена сначала эта норма. Если эта норма не может быть применена, только в этом случае там уже дальше рассматривать вопрос блокирования, там, приостановления публикации и так далее. Потому что все это, наличие вот каких-то там норм о блокировании, оно дает не безграничные права судьям в интерпретации, применении этих законов. Мы были просто несколько раз проиграли в судах по блокированию информации и были очень удивлены. Вот в этом отчете даже Ахмат приводит данные, что было 5 дел по защите чести и достоинства, и в 2 случаях Верховный суд принимает решение в пользу средств массовой информации, в 3 случаях в пользу истца. Но это настолько трактуется все это вольным образом, что просто даже это удивительно. И самое главное, был вопиющий акт об удалении пресс-конференции. Ну, это вообще, мне кажется, люди пришли на пресс-конференцию заявить о каких-то там своих проблемах. Они не просто так это сказали, они пришли, заплатили, они ждали, что соберут журналистов. Мы собрали журналистов, организовали пресс-конференцию, площадку. И вот истцу, значит, не понравилось, там, как говорили, и эту пресс-конференцию нам пришлось удалить, потому что решения Верховного суда, они просто уже не оспариваются. И таких вот сложных для нас судебных дел было, конечно, много. И с чем это связано? Вот сейчас вся информация, которая гуляет, значит, в обществе, она оцифруется, грубо говоря, и попадает на сайты, попадает в интернет. И все, она становится уже, ее не вычеркнешь, ее не вырвешь, ее не зачеркнешь, ее не вырежешь ножницами, это все получается в доступе. И основные претензии людей сейчас к информационному агентству, а у нас каждый день бывает больше 500 новостей, это удалить новость, удалить эту информацию. Она нам мешает жить.
Мы не хотим, чтобы она была вообще в интернете, потому что если начинаешь гуглить, то эта информация может вывести. И вот, значит, люди приходят, сначала просят, удалите, потом уговаривают, ну, пожалуйста, удалите, потом шантажируют, потом угрожают, и когда это ничего не работает, а мы не удаляем ни одну информацию, потому что это наш труд, мы ее и добывали, мы ее публиковали, мы затратили на это усилия свои, они подают в суд. И потом уже суд своим решением удаляет эту информацию. Уж я не хочу говорить, каким способом они это принимают решения и как они заинтересовывают этих судей тоже. Но вот это повсеместная практика сейчас. То есть люди не хотят, чтобы информация о них была в сети и пытаются всячески ее удалить. И, конечно, вот этот аспект по поводу удаления информации, я хотела, чтобы был оговорен более однозначно, и даже в постановлении Пленума Верховного Суда это неточные и размытые какие-то формулировки. Вот. И еще один момент маленький, на котором я хотела остановиться, это вот редакция и положение. Вот Ахмат говорит, там, в отсутствии профсоюзов и так далее. Ну, мое частное мнение, рановато закреплять это законом. Да, я по-моему, уже 15 минут говорю. Вот это Да. маленькая ремарка. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень интересно, да, вот, услышать все эти. Но так как времени мало, я сразу передаю слово Азамату. Азамат, пожалуйста, вот ваши комментарии. Включите микрофон. Да. Добрый день, коллеги. Так, ой, мне кажется, сейчас плохо видно, да, наверное? Азамат, просьба, да, тоже, если можно, не уложиться вот в ваше. Да, я как раз-таки собираюсь уложиться ровно в 5 минут по регламенту. Вот, поэтому, если где-то я буду говорить слишком конспективно, ну, имейте в виду, да, а так, конечно, в последующем обсуждении я с удовольствием там поясню некоторые вещи. Ну, во-первых, коллеги знают, что я радикальный противник изменения закона о СМИ. Мы всю жизнь, собственно говоря, вот этого и боимся, что если дадим путь к изменениям любым, не обязательно негативным, а даже позитивным, это нарушит сакральность нашего закона, который является одним из старейших. Да, история, конечно, помнит, что туда вносились какие-то изменения, но это действительно происходило очень эпизодически. И на состояние свободы слова этот закон влиял самым позитивным образом. Мы знаем, что несмотря ни на какие политические турбулентности, Кыргызстан, даже если временами откатывается в рейтинге свободы СМИ, он все равно на следующем этапе оказывается даже выше, чем он был прежде. И мы знаем, о чем мы говорим. Слишком много охотников зарегулировать наш самый главный закон, по которому мы работаем. Мне очень понравилось предложение Динары брать депутатов новых. Но я даже поправку внес бы. Нужно не с депутатами разговаривать, тем более форточка свободы, она будет очень короткой, как у всех созывов. Мы это проходили. Разговаривать нужно уже сейчас со всеми партиями, которые окажутся вот зарегистрированными, ну, то есть уже не как они сейчас регистрируются, а те, которые вот войдут в список. Уже нужно готовить меморандум. Нам всем надо рассыпаться. Это слишком большая тема. Кто-то должен работать с законом о манипуляции информацией, кто-то должен работать с судебными исками против СМИ, кто-то должен работать
с доступом к информации, распределить между собой самые весомые фракции, которые, скорее всего, пройдут. Но мы это знаем, потому что мы отслеживаем ситуацию, мы мониторим, да, мы там читаем опросы, мы примерно знаем, какие пройдут. Вот именно от них нужно добиваться подписания меморандумов, соглашений и обещаний до того, как они пройдут. Чтобы, когда они прошли, работа уже конкретная была. Вот тогда есть шанс. Но в целом, да, я, конечно, тоже и не против. Ахмат предоставил очень прекрасную презентацию вот, с правовым анализом, но мне кажется, он тоже, он сильно отстает. Закон должен быть проактивным. Если уж даже мы его изменим, мы должны изменить его так, чтобы еще 30 лет не менять. Понимаете? А все вот эти редакционные поправки, уточнения, не в этом суть как бы нашего влияния на сферу. Абсолютно не в этом. Например, закон об информации. Это чисто декларативно, то, что если вместо 14 дней, 5 дней. Во-первых, госорганы практически всегда отписками занимаются. Какая нам разница? Они нам бюрократическую отписку через 2 недели дадут или через 5 дней? Извините меня, 21 век. Мы живем в новых реалиях. Государство само принимает законы об открытости информации, о цифровизации. Надо работать над тем, чтобы в корне вообще удалять это понятие, чтобы любое СМИ автоматизированно сразу получало. Сейчас у всех у них нормально и с серверами, и с компами, и с электронным документооборотом. Ни одного нету запроса СМИ, на который нельзя было бы, по сути дела, в течение 5 минут. 5 минут. Вот. И, конечно же, вопрос о признании интернет-изданий. Да, вот такие вещи, возможно, нужно прописать, но, опять-таки, я говорю, не с целью вот зарегулировать, потому что жизнь на месте не стоит. Завтра вообще все изменится. Вот те же блогеры, например, да, мы видим, российские журналисты, они уже в YouTube перекочевали, они все стали блогерами, они уже создают новое телевидение. А если и у нас так произойдет? То есть вот о чем я говорю фактически, понимаете, да? Ну и, конечно же, надо помнить, что СМИ – это не печать, это не учредительные документы. СМИ – это редакция. Вот как раз-таки, когда мы в качестве признака СМИ обязательного для регистрации его в Минюсте в качестве средства массовой информации со всеми вытекающими последствиями, если туда мы добавим обязательное наличие редакционных договоров, где все это будет прописано с правами редакции, с правами коллектива, вот тогда у нас, конечно, все станет на свои места. Потому что, ну, тут я согласен, да, что значит характеристики СМИ, как периодичность, тираж, да, уже ни у кого нету ни периодичности, ни у кого нету тиражей, люди все получают из интернета. Но при этом вот все равно есть, конечно, очень много вещей. Вот помните, когда мы сталкивались опять-таки вот с дискриминацией в интернете, с манипулированием информацией, вот даже эти злосчастные авторки законопроекта там ссылались там на опыт Западной Европы. Ну вот, кстати говоря, да, они принимают, очень жесткие законы принимают, но просто давайте вспомним, в той же Германии для того, чтобы стать штатным сотрудником редакции, человеку обязательно нужно иметь диплом журфака. То есть, понимаете, у них и ситуация по-другому работает, абсолютно. Он так или иначе, человек становится членом одной из двух вот крупнейших, а там не только две, самые крупнейшие два профессиональных союза. А если, например, у меня в Германии не было бы диплома журфака, там лет 10-14 людям приходится в редакциях работать внештатниками. Вот такая ситуация. И, конечно, когда там сильные СМИ,
И государство не боится принимать жесткие законы, в том числе и по кибертравле, да, по фейк-ньюсам. Вот поэтому тут тоже нужно быть, конечно, очень осторожными и все поправки вносить, исходя из наших реалий. Вот. То есть вот о чем я хотел сказать, самое главное. Я уже завершаю. Закон должен носить мотивационный характер. Он должен способствовать развитию институциональному и профессиональному и творческому наших средств массовой информации и охранять их права. Вот больше нам от закона о СМИ ничего не нужно. И касательно тех же исков, мало даже там прописывать там потолок финансовой части требований, мало добиваться вот даже, ну, конечно, с одной стороны смешно, мы и этого не можем добиться, да, то есть вот там, сколько там, 20-30% это пошлина, да, если кто-то там на 50 миллионов подает. Мы должны работать вообще над тем, чтобы в Кыргызстане мы должны воздействовать на политику. Мы должны добиваться презумпции виновности госслужащих. Вот на самом деле, где собака скрыта. Иначе наши взаимоотношения с государством всегда будут вот игрой в кошки-мышки. Ну, я уже, да, перешел за свое время, извиняюсь. Нет, очень хорошо сказал Азамат. Я прям тоже думаю, что правильно, наверное, тоже делать задел на будущее. И вот Алина Сагинбаева, если она рассказала о том, как сейчас происходит и какие трудности испытывает, то Азамат, он, конечно, сказал, как должно быть, да, как нужно прогрессировать, каким должен быть закон. Он должен быть прогрессивным, мотивационным. И, значит, я так понимаю, что вот комментаторы, они отмечают, что необходимость все-таки вот этой инициативы, которую предлагают организаторы, она нужна, она есть, и ее нужно продвигать. И вот сейчас я уже читаю, значит, комментарии от Лейлы и от Саралаева и от Тамары Валиевой, что да, нужно продвигать, и для этого нужно вспомнить про законодательную народную инициативу сбора 10 тысяч подписей. И я хочу сразу сказать, что на самом деле 10 тысяч подписей собирать – это очень сложно. У нас было 12 таких инициатив, ни одна из них не была доведена до логического конца. И поэтому предложение Азамата о том, что нужно работать сейчас уже с партиями, заключать с ними меморандумы, делиться, брать на себя какую-то часть и продвигать, я считаю, что это очень практический совет, который можно осуществить. Тем более вы имеете полный доступ ко всем этим политическим партиям, и они в вас нуждаются. Я думаю, что здесь все эти вопросы можно было бы обсудить. А если у нас закончились презентации и комментарии, я хочу, значит, предложить вам, значит, высказаться остальным участникам, начать эту дискуссию. Если есть желающие, пожалуйста, поднимите руку или, ну, так как у вас отключены видео, хотя бы в чате напишите, кто хочет выступить. Динара, можно будет я быстренько, вкратце выскажусь по поводу закона о доступе к информации. У наших партнеров по консорциуму WFD будет анализ именно по закону о доступе к информации. И на самом деле закон о доступе к информации у нас был принят как соблюдение международного стандарта во многих странах. Есть законы о доступе к информации, у которых есть свои индикаторы, да, насколько закон соответствует вот этим международным стандартам. И один из стандартов – это что ответ должен быть мотивированным и обоснованным. И на создание ответа, конечно, требуется время. То есть вот есть разница, разные подходы, ну не подходы, а получить разные виды запросов. То есть это запрос, например, для журналистского расследования, который требует времени и такого обоснованного, мотивированного ответа, на который во всех странах
странах требуется достаточное время для того, чтобы, получается, люди, работающие в госоргане, не побросали все остальные свои дела и подготовили вот этот ответ, ну, то есть и даже побросали, но им все равно потребуется время. Есть также сейчас вот мы уже 2 года как состоим партнерами по OGP, это открытое правительство, и у нас там есть свои обязательства, это публиковать данные. И вот это, конечно, то, что мы должны требовать со стороны государства, чтобы все данные, которые госорганы могут публиковать, они публиковали, потому что мы как граждане этой страны, мы имеем право на доступ к ним. И вот, конечно, там уже, то есть в соответствии с доступом к этой информации, журналисты могут мгновенно создавать, ну, то есть самостоятельно анализировать и самостоятельно создавать какие-то материалы. Вот, также, конечно, у каждого журналиста остаются свои источники, когда они там могут, может быть, анонимно, либо каким-то, ну, то есть, ну, в основном это такие неформальные источники, которые могут подтвердить или, ну, сказать какую-то информацию, и это, конечно, более срочно. Также есть, то есть... Я хотела сказать, что все-таки в нашей отсылке мы говорим про доступ к информации, который как международный стандарт, где пишется запрос и пишется мотивированный полный ответ, полноценный такой. Но в то же время то, что Азамат говорил про то, что мы живем в 21 веке, в 2020 году, конечно, вот эти базы данных, и госорганы должны давать доступ. Вот сейчас, например, многие медиаорганизации подавали письмо в Минздрав, чтобы Минздрав публиковал данные в полном объеме для того, чтобы средства массовой информации могли сделать аналитику, чтобы они могли предоставить информацию уже своим читателям. То есть вот эти, конечно, мы должны требовать со стороны правительства, потому что есть обязательства по открытому правительству. Спасибо большое, Бегаим. Кто еще желает высказаться? Я вот хотела задать вопрос Лейле Саралаевой. Она спрашивает, почему, да, можно ли, чтобы журналистское сообщество само инициировало решение депутатов. Почему вы считаете, что, то есть вы опасаетесь, что с депутатами будет труднее или как? Лейла, можете сказать свое мнение? Вот так, если так меня слышно? Хорошо слышите? Да, вот так лучше, Динара. Вот я хотела спросить, извините. Ага. Вы меня слышите, да? Спросить Лейлу, да. Да, Лейла, пожалуйста. Лейла, пожалуйста, говорите. Ага. Меня слышно? Слышно. Ага. Я хотела сказать, что последний созыв депутатов, он продемонстрировал то, что даже журналисты, они не отстаивали наши права. Поэтому доверия, к сожалению, у меня нет. И у меня по-прежнему будет такое ощущение, что даже журналисты, которые пройдут в парламент, они могут закручивать гайки. То есть эта тенденция продлится. И вот в связи с этим, я думала, может быть, мы, журналистское сообщество, как-то мы более сейчас сплотились и видим наши проблемы, и мы могли бы инициировать. Но если 10 тысяч подписей, конечно, кажется, что это большая цифра, но мы же никогда не инициировали, мы должны хотя бы попробовать, мы должны пытаться новые формы каких-то вот продвижений наших интересов. Поэтому я предлагаю попытаться хотя бы. Хорошо, спасибо большое, Лейла. Теперь понятна ваша позиция. Кто-то хочет высказаться еще, может быть, по комментариям или добавить, или предложить какие-то, может быть, еще какие изменения должны войти в закон. Динара, можно, да, я прокомментирую? Да, пожалуйста. Спасибо. Мне хочется большое спасибо сказать нашим рецензентам, комментаторам, Алине Сагимбаевой и Азамату Танаеву. Здесь мне вот один момент, мы когда смотрели закон о СМИ, понятие журналиста, и понятие журналиста в законе о защите профессиональной деятельности. И они разные.
То есть вот то, о чем говорил Азамат, касательно привязки журналиста к редакции, либо к конкретному СМИ, либо то, что он в любом случае должен писать для СМИ. То есть, если вы посмотрите наш нынешний закон о СМИ, он именно привязывает журналиста. А закон о защите профессиональной деятельности абсолютно не привязывает. То есть, это просто человек, который занимается сбором, распространением, анализом и так далее. И это тоже, да, очень даже важно. Про то, что вот Азамат сказал насчет там, диплома и так далее, и так далее. То есть это тоже вопрос там, каких-то стандартов, это вопрос того, что, как должно быть. И это тоже такой дискуссионный момент. И на самом деле я согласен, что на самом деле нужно смотреть вперед, нужно действительно, может быть, что-то делать прогрессивное, но, скажем так, что почему мы все-таки решили проанализировать закон и, скажем, ну, иметь какие-то, скажем, наработки, вот именно что, мне кажется, чтобы быть готовыми, если, скажем, кто-то начнет опять пытаться что-то регулировать. Это как, скажем, да, ну, как один из вариантов. Второй вариант, конечно, то, что сейчас поработать и вот эти меморандумы, я думаю, что это просто прекрасная идея, да, спрашивать о том, что вы будете делать, вы готовы там заниматься, да, вот именно какими-то прогрессивными вещами в законодательстве, в сфере СМИ у нас, потому что есть, скажем, какие-то предложения. И если это будет вот точечно от кого-то, ну, это будет, мне кажется, очень даже замечательно. Хорошо, спасибо. Кстати, мы сегодня приглашали представителей нескольких партий, и, к сожалению, у них у всех сейчас активная подготовка, но я думаю, мы вообще будем вот это предложение Азамата по поводу более тесной работы прорабатывать с нашими партнерами по консорциуму. Возможно, вот у наших партнеров, если будут какие-то мероприятия, мы будем туда тоже как бы стараться вклиниться. Спасибо, Бегаим. Я так понимаю... Динара, можно сказать? Можно? Да, Заурия, пожалуйста. Заурия, а кто еще? Я просто вас не вижу. Можете? Я хотел, Марат Тукоев. Да, здравствуйте. Заурия сейчас скажет, и потом Марат. Ну, во-первых, я хотела поблагодарить экспертов и коллег, которые сделали такой замечательный правовой анализ. Ну, еще больше тоже хотела поблагодарить рецензентов, потому что на самом деле ваши как бы рецензии, они дали возможность как раз вот дальше мыслить. Мне кажется, самое первое, я вот согласна с Азаматом, что действительно мы должны понять, для чего мы делаем этот правовой анализ. И вот Азамат сейчас ответил, правовой анализ мы сделали для того, чтобы точно иметь какие-то в себе, какие-то загашники, да, точные какие-то вещи, которые, базовые, которые мы не будем отступать, и мы нацелены на то, чтобы продвигать еще больше, создавать вот эти, расширять вот эти условия для развития свободы слова в Кыргызстане. Но я бы хотела бы сейчас как бы в развитии того, что говорил Азамат, все-таки подумать, если мы говорим о том, что нам нужен закон о СМИ, то и он должен быть такой проактивный, он должен учитывать реалии Кыргызстана, то есть такая сейчас уникальная возможность, во-первых, наверное, начать процесс формирования вот этого, собственно, этого закона. Вот в данном случае, если мы сейчас пойдем, вот как даем мы как рекомендацию, это как заплатки, знаете, к действующему закону, а время будет уходить, что-то будет изменяться, и будет заново необходимость вносить какие-то изменения. Вот сейчас какие-то базовые вещи, проблемы, которые были вот озвучены, это связанные, во-первых, с судебной практикой, судебными разбирательствами по СМИ, да, вот это вот такая архиважная часть, и это нужно точно прописывать. И вторая часть такая очень важная, это вообще, собственно, что такое сегодня СМИ в Кыргызстане. Почему? Потому что вот эта неопределенность этого статуса, да, то есть то ли вас будут рассматривать как коммерческие юридические лица, и тогда это вообще все законы, которые будут в отношении коммерческого права, да, или же это особый статус, который СМИ, и что это дает. Ну, то есть, мне кажется, вот это вот четкое прописание вот этих вещей,
это вот что надо сейчас архиважно вот это сделать, и вместе вот со всеми, с журналистским сообществом, с юридическим сообществом, с гражданским сообществом, потому что вот эти петиции, которые говорят о возможности внесения, да, я знаю, сейчас есть такой проект, который реализует Институт политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов. Они как раз-таки ищут вот такие законодательные инициативы, они хотят вообще создать в Кыргызстане прецедент внесения народной инициативы, да, Так, это я зависла или Зауре? Зауре зависла. Интернетом проблема. У нее с интернетом проблема. Тогда я ей... Можно, да? Да, давайте, Марат, вы пока говорите, я ей напишу. Здравствуйте, друзья. Мы раньше тоже опасались вносить изменения в закон, потому что он устарел, но ситуация показывает, что надо вносить, потому что я согласен, очень согласен с мнением Азамата Тунаева, что закон должен быть мотивирующим. Сейчас ситуация такая, что надо как бы отделить, получается, профессиональную журналистику от блогерства, которое у нас появилось сейчас. Я хотел бы просто по некоторым моментам отметить, скажем, по положению, я за принятие такого положения, но насколько применимо будет, как бы, значит, вот это принятие такого положения для малых СМИ. У нас для малых, точнее, редакций. У нас в некоторых редакциях там по 2-3 человека, да? Вот этот момент, мне кажется, надо будет немножко проработать. И по доступу. Из опыта скандинавских стран мы знаем, что для любого СМИ доступны все переписки государственных органов с населением. То есть это уже как бы уже имея доступ к этим перепискам, можно отследить, насколько, скажем, данный госорган, скажем, хорошо работает с населением, отвечает на их запросы и так далее. Мне кажется, в этот момент можно было бы внести в закон о доступе к информации, которым, если можно будет потом внести изменения. Мне еще такое предложение по языковому соответствию нашим законам, кыргызскоязычной версии и русскоязычной версии. Насколько мне известно, в действующем законе о СМИ некоторые моменты, некоторые части, они трактуются по-разному. И получается на суде, там, какую версию принесешь, соответственно, как бы решение суда может быть и такое. То есть могут возникнуть такой момент, когда суд не может принять за основу, какой вариант взять, да? И поэтому, мне кажется, что надо очень пристальное внимание обратить при подготовке проекта закона именно тому, чтобы все нормы одинаково трактовались как на русском языке, так и на кыргызском языке. Спасибо большое. Спасибо большое, Марат. Динара, а можно сказать, да? Да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Марат, спасибо, Зауре. Я согласна, да, по поводу языка с Маратом, да, но это больше, наверное, уже будет вопрос даже не к нам, а при внесении изменений. На самом деле, как бы хорошая работа с лингвистами должна вестись. А по поводу четких определений, о которых говорила Зауре, хотелось бы добавить, если вы просмотрите первый раздел, внимательные, там как бы, где мы говорим о критериях, которые выставляются к СМИ, к определению СМИ, и там есть определение как бы вот европейское, которое под этой частью мы предлагаем, и оно охватывает как раз-таки все предложения по этим 6 критериям. Оно достаточно четкое, и, на наш взгляд, оно отвечает всем тем требованиям, которые бы мы хотели на сегодняшний день предъявить к СМИ. Поэтому можно будет как бы именно исходя из этого определения обсудить, насколько как бы на ваш взгляд оно подходит
Это было наше предложение, да. Предлагаю еще раз внимательно пересмотреть. Спасибо. Спасибо, Цифра. Есть еще кто-то желает? Я вот хотела сказать еще, здесь у нас вот присутствовала наша коллега из артикля 19. У артикля 19 тоже, ну, они вот вместе с нами смотрели этот закон и свои предложения. У артикля 19 есть своя как бы тоже позиция по поводу того, каким должен быть закон, ну, то есть в целом они поддерживают нас, но вот как Азамат сказал, у них есть тоже такое более прогрессивное понимание, потому что во всем, ну, западном мире законы, регулирующие свободу выражения мнения, они так и называются, да, закон о свободе выражения мнения. И, конечно, в нашем случае мы бы тоже приветствовали, если бы мы могли пойти этим путем. Для того, чтобы мы могли претендовать на то, чтобы у нас был закон о свободе выражения мнения, то здесь, ну, то есть здесь надо приложить еще на порядок больше усилий, но, в принципе, если вот, Азамат, вы тоже считаете, что так было бы намного уместнее, то мы могли бы об этом тоже подумать и, может быть, вместе поработать и уже и даже с депутатом. Ну, то есть для этого лобби нужно намного помощнее, да, скажем так. То есть есть желание, чтобы у нас закон в Центральной Азии был самый прогрессивный, это желание есть. И, в принципе, у нас есть и тоже, и, как сказать, сторонники, есть и такие же рекомендации от наших партнеров. То есть касательно вот вопроса Зауре, то, что она спрашивала, какова цель, у нас, получается, есть цель, была цель провести анализ и выявить свое видение существующего закона. Цель сегодняшнего обсуждения — услышать, какие есть еще рекомендации для того, чтобы мы могли включить в эти предложения, чтобы у нас был такой реформаторский пакет в случае, если в парламент придут союзники, да, и мы сможем реализовать, ну, как, например, у нас было в свое время с законом об общественной телерадиокорпорации, который тоже требует уже обновления, но в свое время, благодаря тому, что пришли, так сказать, союзники, этот закон был принят. Такая же ситуация в свое время у нас сложилась, когда в Конституцию были внесены изменения о декриминализации клеветы. Тоже пришли союзники, и была принята формулировка, над которой мы давным-давно работали и продвигали. То есть наш опыт показывает, что наличие документа с предложениями, с видением и с какими-то некими общими договоренностями рынка, они способствуют тому, что когда наступает нужный момент, наличие документа позволяет внедрить эти изменения. Вот, поэтому на сегодня вот мы хотели, то есть есть какая-то, я так слышу вот из той дискуссии, которая была, все-таки по определению вот этого интернет-агентств, да, есть определенная поддержка и понимание, что это нужно. По редакции и положениям это вот все-таки, наверное, надо продолжать дискутировать, но какие-то вот что хотелось бы, это получить какую-то базу вот этого реформаторского пакета для того, чтобы в случае прихода союзников работать с ними на базе уже имеющегося согласия. Спасибо. Спасибо, Бигаим. Если у нас время уже подходит, в принципе, уже подошло к концу, и если больше нет других комментариев, то позвольте мне тогда подвести итоги. Значит, Динара, я да. виртуально поднял безуспешно, потом в экране поднял. Я его не вижу, видите? Извините. Было, да? Извините. Да, пожалуйста. Да, у меня буквально 15 секунд. Я к Бигаим хотел обратиться. Да, Бигаим, абсолютно верно. Когда нам еще не показать нашу профессиональную солидарность и включить весь наш адвокационный потенциал, умения, навыки, ну что мы за журналисты, если не сможем своих интересов добиться. Поэтому я согласен, и вот даже первое рабочее предложение вношу вот под вашей координацией уже
начинать собирать рабочие группы, примерно составить список лидирующих партий, потенциальных победителей голосования, и уже начать с ними работать. Вот для начала просто засылать там какие-то сообщения, я не знаю, там коротенькие письма там о намерениях, там о предложениях, там меморандумы какие-то заключить. Плюс ко всему, да, вот мы очень часто правильно говорили про наших друзей. Я не знаю, кто сейчас наши друзья на этих выборах, но не надо забывать, что очень много наших успешных коллег сейчас составляют основу всех партий, работая в отделах пиара, информации, политтехнологий. Вот будем их использовать в качестве друзей. Мы их всех знаем. Не будем, конечно, называть их фамилии, но нам есть с кем работать. Поэтому, да, давайте, мое предложение, давайте составлять группы внутри нас, делиться по секциям проблематик, и давайте распределим между собой участников выборов. Спасибо, Азамат. Тогда я буду подводить итоги. Спасибо, очень интересная получилась дискуссия, и я думаю, что она даже только началась. И жаль, что у нас времени мало, поэтому я думаю, что эта дискуссия уже продолжится, может быть, в офлайне или отдельно группами. А вот эти предложения, они, все поступившие предложения и комментарии, они показывают на самом деле, что анализ, который предложил Институт Медиаполиси по существующему законодательству в сфере СМИ, он действительно нужный и нуждается в поддержке. Я так понимаю, что предложений по изменениям, кроме тех, которые сказали, что закон должен защищать от преследования, незаконного преследования, от давления на СМИ, от цензуры, и в то же время дать возможность развиваться, да, всем разным формам средств массовой информации. То есть вот эти задачи, и я думаю, что если будут еще предложения, которые, может быть, здесь не высказали, или есть те люди, журналисты или эксперты, которые сегодня не смогли принять участие, я думаю, что нужно будет им всем разослать этот анализ для того, чтобы получить предложение. Значит, второе, больше, о чем говорили участники, это то, что нужно делать уже адвокацию. И прозвучали разные предложения. Да? Предложение о том, что нужно собирать 10 тысяч, и эту инициативу регистрировать уже и собирать подписи, что, в принципе, тоже можно делать параллельно. Второе – это работать политическими партиями, со всеми и окучивать их уже сейчас, заключать меморандумы и рассказывать им. Значит, я вообще бы предложила, чтобы вы уже сейчас заручились от всех политических партий, что после прихода в парламент они обязательно встретятся с вами и будут поддерживать вашу инициативу законодательную. Я думаю, что это нужно от всех участников получить, чтобы потом те, кто пройдут, вы могли это слово им напомнить и, значит, начать с ними работать. Почему сейчас это нужно делать? Потому что, как практика и опыт показал, созывы, которые приходят сразу после выборов, у них идут вот эти перетурбации, формирование правительства, переговоры, и в это время очень легко, значит, продвинуть вот такие позитивные, хорошие изменения, потому что как бы еще нету такой вот этой концентрации власти, пока еще как бы там все равны, и вот эту ситуацию нужно использовать. Ну и, конечно же, по поводу того, чтобы работать также и со всеми своими коллегами, чтобы получить больше поддержки и влияния на
игроков, которые принимают решения. Я думаю, это тоже очень хороший совет. Вы сейчас, наверное, многие из ваших коллег, они будут работать с политическими партиями в качестве пиар-специалистов. Я думаю, что эту возможность нужно обязательно использовать. И я думаю, что это не последняя дискуссия. И если у вас у всех будут какие-то замечания, предложения дальше, я думаю, вы должны будете направить, прошу вас всех, направить Бегаим и Ахмату, значит, в Медиаполисе, организаторам, для того, чтобы они могли это все включить. И, насколько я понимаю, это не первое, не последнее обсуждение, потому что если поступят предложения и с учетом сегодняшних предложений, этот анализ и вот эта инициатива, она будет дорабатываться и дополняться. И Бегаим, если я что-то не учла, пожалуйста, если у тебя есть слово, я тебе даю. Нет, у меня все это отлично, ты подвела итоги, и действительно очень такая продуктивная, ну, для нашей группы очень продуктивная дискуссия получилась, то есть мы получили и предложения, и уже как бы рекомендации к действию. Мы сейчас, получается, после вот этой дискуссии тоже своей рабочей группой соберемся, обсудим и свяжемся вот и с Азаматом, и с Тамарой, вот, ну, и с Лейлой, да, то есть будем обсуждать, какие подходы нам вот по итогам этой дискуссии нам подходят и что мы бы хотели. То есть мы будем просить, как Азамат предложил, большего и бороться за большее, чтобы получить нормальное, скажем так, ну, либо лучшее, да, посмотрим, будем стараться. Хорошо, спасибо. И вот напоследок Кайыргуль задавала вопрос о регистрации информационных агентств. Я думаю, что это ее обеспокоило. Но речь... Ахмат отвечал на этот вопрос. Что это добровольность, да, там именно вот это самое важное, что это добровольность, потому что есть те, кто хочет зарегистрироваться, может быть, те, кто не хочет зарегистрироваться. Хорошо, я на этом подвожу, значит, итоги, мы заканчиваем. Я хочу поблагодарить всех участников за то, что вы все вот сегодня были вместе с нами, послушали, дали свои предложения, комментарии. Всем желаю здоровья, берегите себя, и мы на этом завершаем. До свидания. До свидания. Спасибо, Динара, большое. Всем большое спасибо, коллеги. Динара, вам особенно большое. Большое спасибо. Особенно большое. Пока. Алтынай может уже завершиться. Пока, Марат. Пока.